Здравствуйте! В эфире программа «Экономика и мы», в студии Мадина Албогачева, и о главных экономических событиях региона вы узнаете далее. Социальный контракт. Кому положен и что он дает? Нелегальная деятельность на финансовом рынке. Пресс-конференция Банка России в режиме видеосвязи. За честную конкуренцию. В регионе состоялся семинар территориальных органов ФАС России, Северокавказского и Южного федеральных округов. Не все люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, знают о возможностях, которые предоставляет государство. Социальный контракт – это одна из мер социальной поддержки, которая поможет справиться с временными трудностями. Что такое социальный контракт, кто имеет право на деньги и бесплатные услуги, на что можно потратить, процедура заключения контракта и его особенности – разбираемся в нашем материале. Социальный контракт является соглашением, заключаемым гражданином, нуждающимся в поддержке и органам социальной защиты. В рамках соглашения может быть оказана помощь по 4 основным направлениям: трудоустройстве, преодолении трудной жизненной ситуации, развитии личного подсобного хозяйства или открытии бизнеса. Для снижения уровня бедности с этого года предусмотрена новая форма социальной поддержки граждан в рамках социального контракта. Этот инструмент должен позволить не только поддержать доходы семей, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе. Максимальный срок, на который подписывается документ, 12 месяцев. В течение года государство будет помогать, например, тем гражданам, которые решили стать предпринимателями, поскольку для становления бизнеса требуется время. Средства, выделенные по соцконтракту, они смогут тратить на покупку оборудования, аренду помещений, различные услуги, в том числе юристов или бухгалтеров. На такой же период заключается соцконтракт на развитие личного подсобного хозяйства. Причем ожидается, что это будет одно из самых востребованных направлений в сельской местности. С теми, кто ищет работу, договор о соцподдержке составляется на 9 месяцев. По его условиям человеку помогают не только трудоустроиться, но при необходимости освоить новую профессию, пройти стажировку. Не исключено, что он также будет получать финансовую помощь от государства до того момента, пока у него не появится стабильный заработок. Во всех остальных случаях соцконтракт заключается не более чем на полгода. В рамках него могут быть выделены срредства на лечение, приобретение одежды или обуви, иные текущие нужды семьи. Денежная выплата на данное мероприятие составляет до 100 тысяч рублей. Выплата должна быть использована только по целевому назначению. Основным замыслом соцконтракта является вывод его получателя на самообеспечение за счет обучения, трудоустройства и тому подобное. Это и является его существенным отличием от обычных пособий, которые выплачиваются исключительно исходя из имущественного положения лица. То есть, если это положение остается неизменным длительное время, то и пособия продолжают выплачиваться. Контракт же ставит собой целью как раз минимизацию сроков оказания госпомощи. Гражданин должен осуществить мероприятие по повышению доходов своей семьи. Цель именно социального контракта – это повышение доходов семьи от реализации той продукции, которую он получает при ведении личного подсобного хозяйства, к примеру. Обязательным условием является то, что гражданин должен иметь регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо налогоплательщика налога на профессиональный доход, как самозанятые граждане. Главные критерии для заключения соцконтракта – это нуждаемость. Нуждающимися считаются малоимущие граждане и семьи, то есть с доходом ниже прожиточного минимума. Лица, которые могут получить данную помощь в рамках социального контракта, это малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Ингушетия за второй квартал 2020 года. Для заключения соцконтракта потребуется заявление, сведения о составе семьи, доходах и имуществе. Решение о возможности заключения с семьей социального контракта будет принято в течение месяца. Заявления и документы подаются в клиентские службы социальной защиты населения по месту жительства или пребывания гражданина. Так, во втором квартале мы начали прием документов и принято около 500 заявлений от граждан для заключения соцконтрактов. По ним проводится проверка этих заявлений, документов, которые они подали к нам. 84 контракта уже заключены, и по ним производится уже оплата. Около 200 контрактов уже на стадии заключения, по ним уже решения приняты, и с гражданами заключаются эти контракты. По остальным заявлениям документы, которые они подали к нам, и их доходы проверяются в рамках действующего положения.
Важным элементом контракта является его цель. Если поддержка выражена, например, в направлении на обучение, то получатель должен устроиться на работу. Если на открытие и развитие бизнеса, соответственно, на расходники, аренду, но не более 15% и другие подобные цели. Заключая социальный контракт, гражданин обязуется этим целям следовать. В ином случае расторжение и возврат средств. Направление государственных денег на согласованные цели нужно подтверждать чеками, договорами и так далее. Индивидуальным предпринимателям так вообще нужно в обязательном порядке дожидаться окончания контракта, иначе возврат средств. Банк России создал список компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности. Речь идет о фирмах, которые занимаются незаконной финансовой деятельностью, нелегальной выдачей кредитов или втягивают своих клиентов в пирамиды. Подробности далее. В регионах состоялась пресс-конференция в режиме видеосвязи о работе Банка России по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке ЮФО и СКФО. Заместитель начальника Южного главного управления Банка России Алла Храпунова рассказала журналистам 2 федеральных округов о часто встречающихся фактах нелегальной деятельности некоторых компаний. По итогам 2020 года Банк России выявил в регионах Южного и Северокавказского федеральных округов 119 таких организаций. Ради защиты интересов граждан Банк России принял решение информировать о выявленных нелегальных участниках финансового рынка до момента прекращения их деятельности, что очень важно. Это сделано специально для того, чтобы граждане могли заранее сориентироваться, принять обдуманное решение и постараться не попасться на удочку мошенников. Мы призываем всех граждан быть внимательными. Что это значит? Мы рекомендуем проверить информацию о компании, финансовые услуги, которые привлекли вас, до момента заключения договора. Это можно сделать на сайте Банка России через вкладку «Проверить финансовую организацию». Она находится на главной странице сайта Банка России. Хочу обратить внимание, что в настоящее время Банк России раскрывает информацию не только о легальных участниках финансового рынка через реестры, а также и раскрывает список компаний, в деятельности которых выявлены признаки нелегальной деятельности. Мы считаем, что это поможет защитить не только права потребителей финансовых услуг, но и поддержит справедливую конкуренцию на рынке. Основная часть нелегальных финансовых организаций – это черные кредиторы, далее нелегальные форекс-дилеры, затем организации, действующие по принципу финансовых пирамид. Часть финансовых пирамид построена по типу интернет-проектов, к примеру, электронные деньги, криптовалюта. Кредиторы-нелегалы без разрешения Банка России предлагают гражданам потребительские кредиты, либо займы на любые условия, согласны, как правило, граждане, которым срочно нужны деньги и не нужно терять время на формирование пакета документов. К примеру, не требуется даже справка о доходах и неважно, какая у человека кредитная история. Чаще всего людям обещают предоставить заем на комиссию от 15 до 20% от размера займа. Работая не в рамках закона, мошенники позволяют себе выдавать финансовые средства под высокие проценты. При этом применяют незаконные способы возврата средств, к примеру, запугивание людей и угрозы их физической безопасности. Нередко пытаются завладеть принадлежащим должнику имуществом. Часто к кредитному договору оформляются вместо договоров залога договоры купли-продажи недвижимости. Принцип действия финансовых пирамид основан на привлечении новых участников, за счет которых первоначальным клиентам выплачивается прибыль. Таким образом, создатели такой схемы прекрасно знают о том, что невозможно погасить обязательства перед всеми участниками пирамиды, однако для привлечения новых клиентов используются всевозможные рычаги. Активная реклама в СМИ, в соцсетях, при этом незаконно применяются бренды надежных банковских учреждений, нефтяных компаний. Зачастую для привлечения новых клиентов используют активность самих участников, обещая им повышенный процент за поставку новобранцев. Интересен тот факт, что в 90-е годы от участия в подобных схемах пострадали миллионы россиян. Но и по сей день с завидным постоянством появляются новые пирамиды, и люди готовы в них участвовать. Принятое Банком России решение информировать население о выявленных незаконных участниках финансового рынка еще до того, как деятельность нарушителей будет пресечена, поможет людям вовремя сориентироваться, принять обдуманное решение и не попасть на удочку злоумышленников. Мы еще раз призываем наших граждан быть внимательными, критически осмысливать ситуацию, прежде чем отдавать кому-то свои деньги или обращаться за займом. Но если вы все-таки оказались клиентом такой компании и вам не удается вернуть свои деньги, обращайтесь в правоохранительные органы. Эта информация поможет в работе по пресечению дальнейшей деятельности нелегальной финансовой организации и убережет других людей от действий мошенников.
Для выявления нелегальных финансовых организаций банк использует собственную систему мониторинга, а также учитывает обращения граждан и организаций. Основная задача – предупреждение россиян о том, что компании ведут нелегальную деятельность, и человек может пострадать от ее действий. Список есть в открытом доступе, что дает возможность проверить все риски перед тем, как обратиться за финансовыми услугами. При этом сам банк не может запретить их деятельность, а вправе только принять меры по блокировке сайтов таких компаний. Вопросами запрета занимаются профильные органы. Друзья, ну что ж, наша программа продолжается, и прямо сейчас мы будем говорить о криптовалюте. Эту тему мы рассмотрим с заведующей кафедрой финансы и кредит Ингушского госуниверситета Цуровой Лизой Ахмедовной. Здравствуйте, Лиза Ахмедовна, спасибо за то, что пришли к нам сегодня в студию. И вот первый вопрос. Хотелось бы спросить, вот о майнинге слышали сейчас все, но мало кто понимает, да, что это такое. Вот расскажите. Да, добрый день. Ну, я думаю, что про майнинг уже многие наверняка, да, и узнавали для себя, что это значит. Он, конечно, связан с возникновением первой цифровой валюты, биткоин, в 2009 году, и якобы связанной с именем Сатоши Накамото. На самом деле это вовсе не он, разработчик этой цифровой валюты, такой проект цифровой. Ну, а насчет майнинга предполагается, что это добыча криптовалюты. Она сопровождается задействованием технических средств, компьютеров, специальных плат. Кстати, экспортером этих, поставщиком таких плат был Китай до недавнего времени, и сейчас это такие карты, усиливающие мощность процессоров, и их поставлял Китай, но сейчас у них очень жесткое отношение к майнингу, они пытаются его свернуть, этот проект, такой частный майнинг. Майнинг сопровождается высокой затратами электроэнергии, конечно, его там используют, где дешевая электроэнергия. Считается, что майнинг и создает себестоимость криптовалюты, энергозатратность. Не так давно экономисты пророчили, что дальше будет ресурсом основным энергия именно. И вот она воплощается через цифровую валюту, через ее добычу. То есть это программа, которая создает коды, блокчейн, цепочки кодов, посредством технических средств и затраты электроэнергии. В разных странах по-разному относятся к майнингу. Где-то вот в Беларуси ее узаконили, в принципе, и считают, ну, они должны занять какую-то нишу сейчас продвинутую. Китай до недавнего времени также, но сейчас он сдерживает такой частный майнинг. Предполагается, что наличие децентрализованной цифровой валюты даст слишком много свободы для пользователей, для субъектов экономических отношений, а не каждая страна или государство готовы на предоставление свободы взаимоотношений. То есть получается, что государство не является эмитентом цифровой валюты. Ну, майнинг, вы знаете, у нас в Ингушетии был уже прецедент, когда электроэнергетические компании выявили большую растрату, большой расход электроэнергии, выявилась майнинговая ферма определенная, которая работала не совсем легально. Но это первый опыт, и, в принципе, мы его не обходим стороной. И кто-то, да, майнит, но это сопровождается высоким гудением техники, да, шумовым эффектом. И рядом живущим людям не так-то просто находиться постоянно с работающим трансформатором, да, фактически, как они гудят. А это гудит еще серьезнее, еще намного серьезнее. И получается, что дивиденды получает собственник этой фермы, а все остальные просто терпят эту проблему. Поэтому они, как правило, бывают на отшибе, на периферии, где-то в сараях, возможно, в бункерах, чтобы майнить очень много криптовалюты. Но сейчас ее ограничен. Именно если биткоин говорить, то она все сложнее и сложнее добывается. Здесь такая же терминология, как и в мире. Это шахтеры, добытчики, ферма. Но сложнее добывается, потому что ограничен объем криптовалют. И сейчас он сопровождается еще большей энергозатратностью. Лиза Ахмедовна, а вот про биткоин мы сказали, да, биткоин, в принципе, известная криптовалюта. Помимо, какие еще есть известные криптовалюты? Есть, и они создаются. Эфириум сейчас идет, Эфириум, она разработчик, ее российский предприниматель, программист. Она недавнего времени, она на вторых позициях, и она довольно распространенная монета, тем более, что они предлагают и сервис рядом с ней, это еще эмиссия ценных бумаг, сопровождающих доступ к этому эфириуму.
Но есть Monero валюты, сейчас появляется Педа, Венесуэла запускает свою валюту цифровую. Ну, эти площадки, эти платформы для создания монет, они не ограничены, их можно... Сейчас, например, цифровой рубль, заговорило уже государство об этом, да, Центральный банк Российской Федерации. И они не ограничены. Тот программный продукт, который может предложить, который будет пользоваться спросом, то он и будет иметь место на всеобщем рынке цифровом, валютном. Ну, если говорить об отношении государства к распространению цифровых монет, ведь это же сокращает монополию на эмиссию денежных знаков, и разные страны к этому по-разному относятся. На самом деле здесь зарыта очень серьезная проблема. Если государство начнет имитировать цифровую валюту свою, то такие посредники, как банки, становятся не нужны. Зачем, если у Центробанка есть прямой доступ через гаджеты, да, через телефоны, прямой доступ к потребителям, к физическим и юридическим лицам. И банки сейчас претерпевают очень серьезную проблему нужности своей. Им нужно доказать свою состоятельность на финансовом рынке. Раньше они были посредниками между эмитентом и потребителями. А сейчас время цифровых платформ – это удаление посредника. Это основной закон капитализма – убей посредника. Вот цифровая валюта сейчас, цифровая вообще экономика к этому приводит. Потребитель и производитель, они в прямой зависимости, в прямой контакте друг с другом. И коммерческие банки сейчас очень серьезно заявляют Центральному банку Российской Федерации о своей необходимости в этой цепочке. Ну, если к сведению, например, в октябре 2020 года Центробанк уже выявил такую программу для обсуждения, программу введения цифрового рубля. И следующие модели, какие могут быть для того, чтобы эта программа работала. А первая модель идет непосредственно между Центральным банком и коммерческими банками, при этом доступ к цифровому рублю закрыт для юр- и физлиц. То есть банки здесь, имея как бы кредиты от Центробанка в цифровой валюте, их потом выводит, переводит в денежные знаки, в обычную национальную валюту. Вторая модель, когда отсекаются любые посредники, Центробанк работает непосредственно с физическими юрлицами. Третья модель, где коммерческие банки остаются посредниками, но им отдается возможность контролировать, то есть их вводит в игру, Центробанк им выводит цифровые валюты, те потом предлагают им блокчейн, открыть кошельки, и коммерческие банки наблюдают за правильностью открытия кошельков на платформах и перевода цифровой валюты. Ну и четвертая модель, где только площадка есть Центробанка, где доступ происходит только коммерческих банков, а они уже потом опосредуют эти отношения с другими. Ну, здесь видно лукавство такое, что последние две модели – это с кожи вон лезут банки, чтобы оказаться в этой цепочке. Конечно же, они голосуют за последнюю модель, за третью или четвертую модель наличия себя в этой системе. Я думаю, что в России компромиссы любят, никогда не обижают системных, поэтому найдут какой-то компромисс. И вообще сейчас экономика показывает абсолютно свой цинизм в отношении, что помогают своим. Называется сейчас модно нетворкинг, помощь, такая завуалированное лоббирование и коррупция, можно сказать. Лиза, расскажите, а вот вообще на чем держится и чем подкреплена криптовалюта? Я сейчас скажу, наверное, ничем. Вот ничем. Доверием. Ну, кстати, и фидуциарные, фиатные деньги, просто наличная валюта, национальная валюта, она также только доверием государству. Но если цифровые валюты государства будут, гарантом их выступает государство, то кто же, вопрос, поддерживает биткоин, да, как децентрализованная валюта, эфириум и так далее? Доверие рынка. Если вы наблюдали, в последнее время идет очень много информации, что, например, вот Безос продал билет на полет в космос за 28 миллионов долларов. Или какая-то цифровая картина продана за 600 тысяч долларов. Ну, абсурд. Виртуальный какой-то актив или несуществующее нечто продаются за баснословные суммы. Это объясняется просто, это как раз и есть нетворкинг, когда проводятся новые изменения, новые тренды вводятся через круг заинтересованных лиц.
И эти деньги, которые сейчас удивляемся, что ни за что отдаются крупные суммы, они как раз сформировались в цифровом рынке. А их очень трудно вывести в наличную национальную валюту, в те же в доллары. Ведь чем интересна крипта? Тем, что ее можно в конце концов вывести в доллары. Мы все равно пытаемся, участники, ее перевести в доллары, чтобы было понятно, насколько ты богат или успешен. А из-за невозможности во многих обналичить, самые криптофонды не очень-то этого любят, вот на рынке скопилось очень много цифровой валюты. И вот покупка вот таких виртуальных активов и сопровождается виртуальной валютой. Это виртуальный мир. Но я в него поверю, то когда, значит, из 3D-принтера мы будем получать готовую еду. Наверное, тогда можно будет поверить уже в состоятельность такой экономики. Но без поддержки отраслевой настоящего базиса все эти игры в настройку, они довольно проблематичны. Но, конечно, можно новое поколение этим соблазнить, показать, что они в тренде. И, кстати, молодые программисты, им кажется, что они открывают новые миры через цифру. Но во многом это просто красивые истории, чтобы обеспечить лидерство в этом тренде. А заинтересованные люди, конечно, продвигают сейчас тему цифровизации. Но к сведению нужно сказать, что можно, да, притягивать, что обеспечением биткоина, например, да, или эфириум является энергозатратность. То есть энергия же потрачена, энергия стоит денег, но опять же тех же обычных стандартных денег для нас. А значит, у нее есть себестоимость. Но вот на этом где доказательство, что любая цифровая валюта также майнится с затратами электроэнергии. Например, вот сейчас мне даже прислали один P-Coin. Это, конечно, пирамида. Там же описывается, что она может майниться просто телефоном. Для этого не нужно иметь какие-то технические средства и энергозатратность. Но это финансовая пирамида. Это типа тех писем счастья, когда разошлись столько-то людям, будет тебе счастье. Вот это такая же схема финансовой пирамиды. Ну и поэтому мы на словах верим, что правда, энергозатратность, правда гудит. Ну, у кого-то гудит, а кто-то под это дело подает такие виртуальные, ненастоящие. Но есть, конечно, еще и другие валюты, но они называются стабилизационные. У них обеспечение может быть золото. Это также цифровые валюты, но их можно обменять на цифровое золото, скажем так, по стоимости золота. Но мы видим, что чтобы только вызвать доверие к цифре, то придумываются разные стабилизаторы, в том числе традиционные. Лиза Ахмедовна, спасибо за то, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо за интересное интервью. Я желаю успехов вам в работе. Спасибо. Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была заведующая кафедрой финансы и кредит Ингушского государственного университета Цурова Лиза Ахмедовна. Но на этом наша программа не заканчивается. Оставайтесь с нами. В регионе состоялся семинар антимонопольной службы. В рамках масштабного мероприятия премьер-министр республики Владимир Сластенин, вице-премьеры, министры, специалисты центрального аппарата ФАС России, руководители территориальных органов ФАС России, ВСКФО и ЮФО, органов государственной и муниципальной власти республики обсудили реорганизацию унитарных предприятий, нарушение антимонопольного законодательства, реализацию национального плана развития конкуренции и иные актуальные вопросы сферы. Подробности в нашем сюжете. Межрегиональный семинар-совещания ФАС России посвящен актуальным вопросам антимонопольного регулирования. Это реорганизация унитарных предприятий, реализация национального плана развития конкуренции, решение проблемных вопросов субсидирования в агропромышленном комплексе и не только. Хотел бы еще раз поздравить вас с семинаром, совещанием, которое проходит именно в нашей республике. Думаю, вы сможете хотя бы оглянуться, прогуляться, посмотреть, еще кроме семинара увидеть что-то такое. Мы самая молодая, но такая развивающаяся республика. Нам всего 29 лет. Для участия в двухдневном семинаре-совещании в Ингушетию прибыл заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цыганов. Он отметил, что в сегодняшней экономической ситуации совместное обсуждение вопросов развития конкурентной среды актуально как никогда. Обмен мнениями и опытом с коллегами из других регионов помогает лучше понимать существующие тенденции и формировать требования к работе в текущих условиях. Почти 30 лет назад началась такая добрая и хорошая традиция на регулярной основе проводить встречи специалистов центрального аппарата, территориальных управлений Российского антимонопольного ведомства и
на эти встречи в обязательном порядке приглашать представителей федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов, органов местного самоуправления, прокурорских работников, судей. Почему? Да потому что законодательство о конкуренции, законодательство о госзакупках и другие законодательные акты, за исполнение которых отвечает Российское антимонопольное ведомство, они сложны в применении, они сложны в понимании. И одна из основных задач заключается в том, чтобы найти общий язык, чтобы говорить на этом языке, чтобы вместе делать важное дело и исполнять те задачи, которые поручил нам президент и правительство Российской Федерации. Затем участники семинара перешли к обсуждению вопросов повестки совещания. В ходе дискуссии собравшиеся обменялись опытом и достижениями в вопросах развития конкуренции, мерах поддержки экономики, а также использования передовых технологий для осуществления эффективного контроля. Если говорить об основных целях и задачах деятельности антимонопольных органов России, то в течение последних 3 лет акцент делается на реализации национального плана развития конкуренции, утвержденного президентом страны. Федеральная антимонопольная служба предприняла, в дополнение к тем мерам, которые предпринимало правительство Российской Федерации, органы власти субъектов России, ряд собственных важных с нашей точки зрения мер, которые были направлены на то, чтобы сделать жизнь бизнеса легче. Это и признание того, что коронавирусная инфекция является форс-мажорным обстоятельством, например, при исполнении государственных закупок, и замена штрафов, например, за нарушение предупредительными мерами. Реорганизация унитарных предприятий – один из главных вопросов на повестке в декабре прошлого года. Вступил в силу 485-й федеральный закон, который устанавливает запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках. С этого момента в каждом субъекте России началась работа по секвестированию ГУПов и МУПов. У нас более 60 унитарных предприятий, не так много, конечно, как в других субъектах, но все равно они у нас есть, сохраняются. Большинство из них, конечно, не на конкурентных рынках, есть там субъекты, естественно, монополии, там водоотведения, которые там водоснабжение и так далее. И в ближайшее время с помощью социального аппарата, сотрудников, коллег, которые к нам сегодня прибыли, мы благодаря ним сейчас планируем в ближайшее время все-таки утвердить наш план реорганизации в Республике Ингушетия и перестать быть в числе последних, кто это еще не сделал, и перейти уже на непосредственную работу. Мы никого никуда не торопим. Срок до 2025 года. Поэтому планы, связанные с реорганизацией государственных и муниципальных унитарных предприятий, это прежде всего, скажем так, руководящие документы перспективного планирования. Но мы считаем, что уже сейчас необходимо создать необходимую, скажем так, почву, проанализировать каждый из этих объектов, понять его дальнейшую судьбу, сформировать единый цельный документ. Это серьезнейшим образом облегчит практическое исполнение этих задач, которые должны быть реализованы в ближайшие несколько лет. Мероприятия такого уровня в сфере антимонопольной деятельности проводятся впервые не только в Ингушетии, но и в СКФО в целом. Ну что ж, друзья, на этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.